Сегодня наша простая история о важнейшей из отраслей экономики – сельском хозяйстве. Абхазия – традиционно аграрная республика. До Отечественной войны сельское хозяйство было ориентировано на использование уникальных климатических ресурсов Абхазии для удовлетворения потребностей СССР. Мы выращивали цитрусы, чай, табак, орех, тун, кукурузу, виноград и овощи. После войны внешняя торговля из-за блокады прекратилась, и сельское хозяйство стало наблюдаться только в личных подсобных хозяйствах. За прошедшие 25 послевоенных лет никто не смог реанимировать эту важнейшую отрасль. И потому вследствие нехватки отечественной продукции импортеры практически монополизировали абхазский продовольственный рынок. Проще говоря, на наших столах привозные продукты. Меня всегда удивляло, что мы так и не смогли выращивать у себя 3 главных продукта – картошку, морковь, бурак. Много влаги, много солнца – все, что нужно для сельского хозяйства. И этого у нас в избытке. Однако для успешности дела нужен еще один важный компонент – финансовая поддержка. Из государственного бюджета республики на восстановление и развитие сельского хозяйства на 2019 год выделено 60 миллионов рублей. Эта символическая сумма, конечно, мало что решит в нашей проблеме. Для сравнения, один посевочный комбайн стоит около 20 миллионов рублей. Но сегодня речь не об этом. Мы хотим показать нашим телезрителям успешные сельхозпроекты. Они, как оказалось, все же есть. Но для начала приведем цифры. По данным Управления государственной статистики, в Абхазии зарегистрировано 357 сельхозпредприятий. Из них финансовый результат есть только у 36 предприятий. И среди них проекты Ассоциации аграриев Абхазии, председателем которой является Джемал Эшпа. Эта организация сотрудничает с Ассоциацией крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов России, с Московским крестьянским союзом, а также и со Всемирной организацией фермеров в Италии, в Риме. Последняя производит 63% продовольственных товаров в мире. Опыт общения с такими организациями, безусловно, позволяет быть в курсе всех новинок в сельском хозяйстве. Это новые технологии, оборудование, лекарства и многое другое. Еще в прошлом году ассоциация заключила договор с партнерами из Кабардино-Балкарии, научно-производственным объединением под названием «Отбор». Совместный проект предполагал строительство зернохранилища в селе Адзюбжа. Мы давно, уже 3 года, я, как говорил, разрабатываем проект, связанный с производством кукурузы в промышленных объемах. Значит, это один из комплексов, связанных с производством. То есть мы здесь планируем содержать технику, оборудование, лекарственные растения, семенной материал, это как складское. И осенью уже продукция. Где-то по нашим подсчетам, то есть и по паспортным данным этого оборудования, здесь можно до 300 тонн кукурузы, держать. А если его еще высушить, а мы предполагаем, то можно и до 500 тонн кукурузы держать здесь и реализацию вести. Это одно из направлений этого ангара. Она многофункциональная, то есть эту крышу можно снять, это канадский вариант, то есть проветривать, сделать вентиляцию, то есть все это предусмотрено. В дальнейшем мы хотим еще 2 ангара поставить, они предполагаются в виде фермы, то есть упрощенный вариант фермы для крупного рогатого скота. Есть договоренности, но оно взаимосвязано. Если будем производить кукурузу, соответственно, нам нужно его, хотя спрос очень высокий в Абхазии на кукурузу, но все равно более выгодно было бы самим его переводить в мясо, через мясо реализовать. Тогда это получилось бы замкнутый цикл, то есть производство до реализации получилось бы за нами. Здесь же, на Адзюбжинских полях, уже вспаханы участки для посадки молодого картофеля. В мае уже будут собирать урожай. Планируют освоить до 20 гектаров. Все мы знаем, что в Абхазии можно вырастить любой продукт. Однако последние годы было замечено, что без лекарств земля уже, увы, родить не может. И тут нарисовалась другая проблема.
самые лучшие лекарства для растений дороги для наших людей. И потому в Абхазию частным образом завозят просроченные ядохимикаты. К сожалению, никто на границе их не проверяет. Такими просроченными лекарствами обрабатывают сельхозпродукты, лечат, а результата нет. Продукция, выращенная таким образом, не является экологически чистой и наносит вред здоровью людей. Ассоциация агрария в Абхазии завозит российские и европейские лекарства с учетом климатических особенностей Абхазии. Они чуть дороже, но абсолютно экологичны. На них выходят частные фермеры, закупают и обрабатывают свои плантации. Мы решили посмотреть, как это выглядит. С этой целью мы отправились в Гальский район, который славится своими ореховыми плантациями. Село Ре. Основной заработок сельчан – продажа орехов фундука. Однако в прошлом году весь урожай был испорчен мраморным клопом. Деревья поражены грибковым заболеванием. Бороться с этим необходимо уже в феврале, пока температура воздуха низкая, считают специалисты. Ассоциация аграриев Абхазии дает это лекарство в кредит крестьянам, с учетом того, что они заплатят за него после продажи ореха. В советское время и в наши дни самое успешное растение в Абхазии, если можно так сказать, это кукуруза. Царица абхазских полей, неприхотлива и дает хороший урожай. Осенью складируют ее в Гальском зернохранилище. Здесь есть автоматический аппарат, обрабатывающий за секунду початки кукурузы. Ассоциация аграриев Абхазии владеет и семенным фондом. Ну, у нас что есть? У нас есть 3 года работы над этим проектом. Значит, у нас есть партнеры, у нас есть семенной материал, у нас есть технология, у нас есть вторые партнеры, которые могут поставить оборудование. И, значит, дополнительно спрос и земля у нас в Абхазии. То есть и кукуруза, это считается нашей традиционной культурой. Вот мы считаем, что вот этот проект достаточно подготовленный, чтобы оно было осуществлено. Проблема в одном. Как мы говорили, сельское хозяйство – это высокотехнологичное производство. И высокотехнологичное производство требует определенных затрат. То есть суть в том, что если простая кукуруза, ну, допустим, да, вот наши традиционные кукурузы, они могут расти, если даже там будет какое-то количество сорняков, да, что-то такое, то это точно не будет. То есть урожай точно не даст. Понимаете, что? Потому что она не предполагает, что там борьбу со сорняками, что такое. То есть там должно быть как стадион, чисто, нормально. Но это как бы технология предполагается. Вот. Но зато мы там получаем урожайность, допустим, 2,5-3 тонны, да, максимум. А мы должны здесь получить 8-12. Вот разница. Но зато надо поработать именно так, как надо. Именно в сроки и в объемах, которые предусмотрены. Не так, как получится, а как надо. Так, расскажите, что вот здесь лежит у вас складировано? Здесь, значит, вот здесь перечень названия семенного материала, количество штук кукурузы здесь и на какой это посевная единица. Вот написано, вот это, допустим, на одну посевную площадь это гектар 200, 1,2. Значит, вот. У нас должна быть такая селка, которая именно посеет 1,2, не больше, не больше и не меньше. А это называется селки точного высева. Значит, оно есть российского производства, есть пневматические, но
хотя бы 2 сеялки нужна, чтобы было. У нас в Абхазии такой сеялки нет. Ну, есть приблизительно такие же, но если это будет программа, то нужно именно делать по вот этой сеялке. Теперь скажите, пожалуйста, вот этот весь фонд на какое количество земли? На 91 гектаров ровно. На 91 гектаров она предусмотрена. Мы в прошлом году сделали, значит, 20 гектаров. Ну, вы видели, да, вот там мы смотрели, это было на 20 гектаров. Но это было опытное в том смысле, что тут вот 3 сорта разных. Мы все посмотрели, и, ну, как идет, где идет, земли лучше. И мы по этим вопросам, вот этот отбор, значит, оно как бы, руководители этого проекта с нами, они работают, они отслеживают. То есть мы сделали им отчет по всем, то есть сколько получили, какие проблемы были, какие нюансы были. И они сейчас прислали нам новую технологическую карту, которая позволяет с учетом этих ошибок, ну, влияния, влажности, климата, все такое. Ну, вот мы пришли к выводу, что нам надо в этом году сеять его рано. И они тоже порекомендовали, то есть в конце марта, чтобы не попасть под засуху. То есть получается по ихним и по нашим предположениям, что мы в конце июля должны уже убирать. Не в августе, не в ноябре. А по этой технологии получается, что если в конце июля, начале августа мы уберем, то на этой почве мы можем получить второй урожай, но уже кормовые. В Гальском районе нам показали еще один успешный проект в селе Приморское. Инвестиционный проект с российским участием реализует выращивание красной редиски. Здесь задействовано большое количество жителей Гальского района. А совсем рядом находится большое поле, на котором в прошлом году выращивали морковь. Но в этом году оно простаивает, потому что для инвестиционных проектов нужно создавать соответствующие условия, считают специалисты. Надо сказать несколько слов и о нашей почве. В Абхазии кислотность земли очень высокая, что не есть хорошо. Однако кислотность можно убрать, удобрив землю доломитовой мукой. И у нас есть доломитовый карьер в городе Ткварчау. То есть при желании, считают специалисты, можно в разы улучшить урожайность нашей земли. Увы, прошли те времена, когда воткнутая в землю палка расцветала. И снова вернемся к цифрам. Безрадостная картина в сельском хозяйстве обусловлена еще и тем, что из 380 тысяч гектаров сельхозугодий обрабатывается только 30 тысяч гектаров. То есть 90% земли не используется. Отсутствует четкая аграрная политика. То мы возрождаем чаеводство и бросаем, то мы закладываем фруктовые сады и тоже не доводим до конца. Кстати, в селе Реп мы обнаружили заросший яблоневый сад. За 4 года здесь уже выросли деревья, проведены трубы полива. Всего-то надо очистить от сорняка, пролечить от грибка молодые деревья. Нет возможности. Нет возможности, чтобы его сделать. Вот сейчас в прошлом году чуть-чуть сделали, но вот сейчас не надеялись на орех. Вот орех будет, урожай собираем, с него деньги сюда вложим. Да. Но вот в этом году, в прошлом году не было, и в этом году не было тоже ореха. И вот нет возможности, чтобы, допустим, довести его до ума. Но много не надо, но все равно надо какие-то деньги, чтобы его сделать там. Ну. Мы сейчас у нас кукуруза была. С кукурузы хотели вот, то, что заработаем, туда вложить, допустим, эту. Но это удобрение, потом лекарства, многие больше стоят, чем наша кукуруза получилась. Скажите, а что здесь посажено? Да, яблоко. Это яблоневый сад, да? Да, яблоковый сад. Там все сделано, и вращение. Ну, и сколько бы тысяч вам бы хватило, чтобы привести это в порядок? Вот сейчас на первый раз 50 тысяч хватило бы, чтобы его в порядок привести. Ассоциация аграриев Абхазии заявила о том, что может справиться и с болезнью наших пальм. В их склады завезено лекарство, поражающее вредителя долгоносика. К сожалению, эту проблему не решить гражданскими инициативами.
Здесь нужна государственная программа по борьбе с вредителями. Мы уже все понимаем и знаем, что появилась болезнь. Да, еще дополнительные какие-то насекомые появились. Значит, этот вопрос тоже изучали специалистами. Значит, это не новая болезнь, имеется в виду. В Абхазии, может, она новая, но в мире они известны и знают, как его лечить. Есть методики лечения. Значит, мы проинформировали премьер-министра. Значит, лекарство завезено, определенная часть. Есть технология лечения, и мы проинформировали, ну, наша компания, имеется в виду, проинформировали комитет по экологии и службу защиты растений. Вот. Сейчас вот ждем их реакции. Я думаю, в Абхазии где-то 2400 корней пальм. Это вот слоновые, которые лучшие, знаменитые. Но есть другие тоже, но надо все это лечить. Но я думаю, будет какая-то программа. Но во всяком случае, на сегодняшний день лекарство уже находится в Абхазии. И если будет такая воля, то... Но другое дело, что это надо лечить именно в феврале. То есть вообще, тоже, да? пальмы тоже, если температура, средняя температура в день достигает 5-7 градусов, уже надо лечить и, так сказать. Я считаю, что ту программу, которую мы предложили, это достаточно правильный выход из этой ситуации. То есть комитет по экологии будет заказчиком, служба защиты растений будет проверять, но кто-то должен эту работу выполнить. Вот мы готовы каким-то образом посодействовать выполнению этих работ. Ну, мы разговаривали с премьером, я думаю, что во всяком случае все заинтересованы, чтобы пальмы вылечить. Мы говорим о возрождении сельского хозяйства все 25 послевоенных лет. Но без серьезных капиталовложений, четкой программы и специалистов-профессионалов эту отрасль возродить не удастся.